Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Вопросы, входящие в сферу деятельности Минюста Абхазии, тарифы и цены на услуги, оказываемые структурными подразделениями этого ведомства, договоренности о сотрудничестве с Минюстом России, мы обсудим с нашим гостем в студии, министром юстиции Абхазии Мариной Пилья. Марина Шаловна Пилья родилась 19 августа 1968 года в Сухуме. В 1985 году окончила Сухумскую среднюю школу номер 17. В 1990 году окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности правоведения. С 1991 по 1993 годы ведущий юрист Министерства торговли Абхазии. С 1993 по 1995 годы юрист Государственного комитета Республики Абхазия по управлению госимуществом и приватизации. С 1995 по 2005 годы референт, старший референт, заведующий сектором по правовым вопросам отдела экономики и права администрации президента Республики Абхазия. С 2002 по 2005 годы официальный представитель президента Республики Абхазия в Народном собрании парламенте республики. С 2005 по 2010 годы помощник первого президента Республики Абхазия по правовым вопросам. С 2010 по 2014 годы помощник председателя фонда первого президента Республики Абхазия. С апреля по октябрь 2014 года начальник юридического отдела РГК «Абхазское морское пароходство». С октября 2014 года министр юстиции Республики Абхазия. Здравствуйте, Марина Шаловна. Добрый вечер, Бела. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Рада приветствовать вас в нашей студии. И вот сразу же первый вопрос. Хотелось бы, чтобы наши телезрители получили более полное представление о работе Минюста, о той роли, которую она играет в развитии нашего государства. Это министерство ваше. Я с удовольствием поделюсь с телезрителями информацией о том, какими полномочиями обладает Министерство юстиции Республики Абхазия, какие функции оно осуществляет и какие задачи стоят перед Министерством юстиции. Нашим гражданам больше всего известны, скорее всего, такие функции Министерства юстиции, как регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но Министерство юстиции обладает достаточно широким кругом полномочий. Министерство юстиции, помимо регистрации юридических лиц и предпринимателей, осуществляет экспертизу нормативно-правовых актов Республики Абхазия. Министерство юстиции осуществляет государственное регулирование в сфере ЗАГСов и нотариатов, осуществляет регистрацию представительств иностранных неправительственных организаций, аккредитацию филиалов и представительств иностранных юридических лиц, регистрирует политические партии, проставляет штампы свидетельств о рождении детей в возрасте до 14 лет о принадлежности к гражданству Республики Абхазия. Министерство юстиции ведет реестр адвокатов, государственный реестр адвокатов Республики Абхазия и специальный реестр адвокатов иностранных государств. Марина Шаловна, извините, перебью вас. Скажите, вот если просто основные направления, если взять, как бы вы охарактеризовали работу вашего министерства? По каким направлениям? Все направления, это сфера нотариата, ЗАГС, адвокатура. Очень важная функция, которую осуществляет министерство, это экспертиза нормативно-правовых актов. И я бы сказала, что роль Министерства юстиции даже заключается в нашем государстве, заключается в проведении линии законности, потому что я хочу подчеркнуть, что через Министерство юстиции проходят все проекты постановлений и распоряжений Кабинета министров, все проекты указов, которые готовятся органами исполнительной власти до их представления президенту, все проекты законов, которые, опять же, готовятся органами исполнительной власти до их представления президенту. Министерство юстиции дает заключение о соответствии проектов международных договоров законодательству Республики Абхазия и рекомендует их к заключению. То есть это очень ответственная функция министерства, да, и она предъявляет для того, чтобы заключения Министерства юстиции однозначно учитывались, это, конечно, повышает требования к качеству наших заключений, потому что они должны быть абсолютно обоснованы и аргументированы.
Марина Шаловна, вы совсем недавно работаете на посту министра. Скажите, вот когда вы пришли на эту работу, на эту должность, с какими нерешенными проблемами вы столкнулись, самыми болезненными и теми, которые доставляют много хлопот? Я бы сказала, что проблемы, с которыми я столкнулась, это, скорее всего, и те проблемы, с которыми столкнулись руководители других органов управления. Это, опять же, я буду говорить о недостаточности нормативного регулирования, опять же, даже тех направлений деятельности, которые осуществляет министерство. То есть необходимость принятия ряда подзаконных актов в развитии тех законов, которые регулируют деятельность министерства. И серьезный вопрос, который и по сей день еще не решен министерством, это на Министерство юстиции, это и закреплено, эти полномочия закреплены и в положении Министерства юстиции, и существует постановление Кабинета министров, наделяющее Министерство юстиции полномочиями по регистрации ведомственных нормативных актов. Это очень важная функция, которая вот за столько лет Министерством юстиции не осуществляется, но эта функция позволяет осуществлять контроль также за соблюдением законодательства министерствами и ведомствами, так как регистрация ведомственных нормативных при регистрации ведомственных нормативных актов должен проводиться также их правовой анализ на соответствие действующему законодательству. Но эта задача перед нами стоит, и я думаю, в ближайшее время... Уже делаются какие-то шаги, чтобы решить ее? Потому что у нас, во-первых, это и вопрос, конечно, материально-технического оснащения, это необходимость наличия помещения для размещения делов, но в настоящее время этот вопрос тоже решается, он поставлен перед вышестоящим руководством и разрабатывается новый проект постановления, который будет более детально регламентировать регистрацию ведомственных нормативных документов. И когда этот проект будет готов? Я надеюсь, что в этом году, до конца года мы это осилим. Спасибо. Марина Шаловна, в структуру Министерства юстиции входит 21 нотариальная контора. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в сфере нотариата Абхазии? Да, Министерство юстиции осуществляет государственное регулирование в сфере нотариата. В структуре Министерства юстиции 21 нотариальная контора во всех городах, в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. Государственное регулирование в сфере нотариата регулируется вообще полномочия и Министерства юстиции, и нотариальных контор. Основным законом это закон Республики Абхазия о нотариате, где и закреплены полномочия Министерства юстиции, как я сказала. Но Министерство юстиции образует и упраздняет нотариальные конторы, назначает на должность и ликвидирует нотариальную должность нотариуса. Министерство юстиции назначает на должность стажера нотариуса. При Министерстве юстиции действует квалификационная комиссия, которая принимает экзамен у лиц, которые прошли стажировку и желают заниматься нотариальной деятельностью. Нормативно-правовое регулирование деятельности нотариуса. Министерство юстиции утверждает формы нотариальных свидетельств. Скажите, эти нотариальные конторы, они полностью подвластны, полностью контролируются их деятельность? Министерство юстиции осуществляет контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами. Проверки осуществляются раз в год. Министерство юстиции нотариальными конторами представляются ежеквартальные отчеты о количестве нотариальных действий, совершенных, о сумме взысканной государственной пошлины. В ведении Минюста находится также 11 отделов ЗАГСов по всей стране. Марина Шаловна, хотелось бы услышать вашу оценку состояния этих отделов. Отделы ЗАГСов у нас 10 отделов ЗАГСов и архив ЗАГСа. Министерство юстиции также осуществляет государственное регулирование в сфере записи актов гражданского состояния, координирует деятельность ЗАГСов. Если говорить о состоянии, вопрос, конечно, у нас стоит в материально-техническом обеспечении ЗАГСов, да, мне хотелось бы это подчеркнуть, потому что
все помещения, в которых размещены ЗАГСы, это не помещения, находящиеся в оперативном управлении Министерства юстиции, это помещения, которые либо предоставляются нам на безвозмездной основе, либо на условиях аренды. Все они в основном нуждаются, конечно, в ремонте. И я хотела бы сказать, что на Министерство юстиции возложено обеспечение условий хранения архивных документов. Архивные документы в соответствии с законом о регистрации актов гражданского состояния должны храниться в органах ЗАГСа 100 лет. И, естественно, для того, чтобы они сохранились столь длительное время, необходимы надлежащие условия. Ну, если говорить о руководителях органов ЗАГСа, то я хотела бы отметить их профессионализм. Мы очень тесно сотрудничаем с сотрудниками органов ЗАГС. У нас совместно вырабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство, которое регулирует деятельность органов ЗАГСа. В ближайшее время будет представленный проект постановления на рассмотрение Кабинета министров. Скажите, вы сказали, что 11 отделов ЗАГС, ну, и 10, архив. И архив, да. Скажите, пожалуйста, они в одинаковом состоянии находятся в районах, в городе, в городах? Там могли бы сравнить? Я имею в виду техническое состояние. Ну, если говорить об обеспечении, допустим, компьютерами, об обеспечении там канцелярскими принадлежностями, то да. Если говорить о помещениях, то о состоянии помещений, то не совсем в одинаковом. Есть, конечно, которые нуждаются в большей степени. Ну, вы знаете, действительно, вот эта тема, если продолжить ее, то во всем мире уже в ЗАГСах там действительно все компьютеризировано, вся база данных хранится на компьютерах, в компьютерах внутри, извините. Скажите, и это как бы очень облегчает работу сотрудников ЗАГС. Скажите, пожалуйста, что-то в этом направлении уже делается? Вот я имею в виду с точки зрения компьютеризации вот этих органов. Ну, я хочу сказать, что, как я подчеркнула, все нотариальные конторы из ЗАГСа обеспечены компьютерами. Сейчас все бланки готовятся исключительно компьютерный текст. У нас, если говорить об информации, о тех сведениях, которые становятся известными нотариусам и работникам органов ЗАГС, то это, в принципе, информация, которая ограниченного доступа. У нас проблема существует в основном, это нам необходимо создание электронной базы данных, электронной базы актовых записей. Вот это на самом деле проблема, которая перед нами стоит, потому что все актовые записи содержатся в актовых книгах, в 2 экземплярах, в самом ЗАГСе и в архиве. И поиск нам приходится часто по запросам либо предоставлять справки о тех или иных актовых записей, либо копии актовых записей. И поиск этих актовых записей без ориентира, в каком году хотя бы составлялась эта актовая запись, практически невозможно. Скажите, насколько сегодня вот обеспечена сохранность информации, конфиденциальность информации, которая есть в ЗАГСах? Ну, информация на самом деле конфиденциальная, как в нотариальных конторах, так и в органах ЗАГС. Информация, я как подчеркнула, те сведения, которые получают сотрудники органов ЗАГС, это считаются персональными данными. Они попадают под категорию конфиденциальной информации и, в принципе, предоставляются только по запросам органов следствия, прокуратуры и судов. И то же самое касается нотариальных контор. В законе закреплена статья гарантии нотариальной деятельности. То же самое, только в рамках производства по уголовному гражданскому делу может быть предоставлена информация. Нет таких случаев, чтобы, допустим, каким-то тайным образом завладеть информацией? Нет, на сотрудников возложена соответствующая ответственность. Понятно. Спасибо. Еще один вопрос, который волнует наших граждан, это тарифы на услуги, которые оказывает подразделение Минюста, да? Зачастую у людей возникает ощущение, что вот оплата, ставки оплаты, они никак не регулируются, что они вот действительно совершенно произвольные суммы, которые взяты с потолка, вот и хотелось бы, чтобы вы эту ситуацию прояснили. Нет, это, конечно, совсем не так обстоит. И законом о нотариате, и законом об актах гражданского состояния установлено, что
все нотариальные действия, которые совершаются, за нотариальные действия, которые совершаются в нотариальных конторах, и за регистрацию актов гражданского состояния взимается пошлина. Эта пошлина поступает, размеры ее регулируются законом о государственной пошлине по категориям совершенных действий, и по зависимости от вида регистрации акта гражданского состояния пошлина поступает полностью 100% в республиканский бюджет. Если касается еще и регистрации актов гражданского состояния, у нас постановлением Кабинета министров установлена стоимость бланков свидетельств о государственной регистрации. Это стоимость свидетельств о регистрации брака, о расторжении брака и перемены имени. Но стоимость этих бланков взыскивается одновременно с пошлиной, также зачисляется в республиканский бюджет. В принципе, наши граждане могут оплатить пошлину в любом банке. Единственное, они представляют квитанцию об уплате в нотариальную контору или в ЗАГС. Скажите, вот все как бы познается в сравнении, да, вот если бы вы сравнили ставки оплаты, да, и там тарифы, как так называемые, допустим, с той же Россией, ниже они, выше они? Нет, они, конечно, ниже. Единственное, я хотела бы сказать, что мы даем указания, вот чтобы у граждан не складывалось такое впечатление, мы, конечно, даем указания нашим структурным подразделениям, чтобы размеры госпошлин, которые взимаются как нотариусами, так и органами ЗАГС, обязательно были вывешены в помещении, чтобы у граждан, они имеют право иметь такую информацию как бы заранее. Спасибо. Государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Абхазии также осуществляет Министерство юстиции. Расскажите, насколько оптимальна вот эта процедура, насколько она быстрая, скажем так, насколько удобная, и нет ли таких вот случаев затягивания, когда вот, допустим, предприятия не могут зарегистрироваться, если, допустим, нужна какая-то срочность наблюдается? Но Министерство регистрирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Министерство юстиции ведет реестр, единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляет гражданам и юридическим лицам выписки из реестра, либо копии учредительных документов по запросам и органов управления, и суда, и прокуратуры, и в виде копий из материалов регистрационного дела. То, что касается регистрации, сроков регистрации, законом установлен 10-дневный срок. Но я хотела бы сказать, что регистрация индивидуальных предпринимателей, если я вот объясню порядок, наверное, вы тоже сможете дать оценку, насколько он, честно говоря, прост. Для регистрации индивидуального предпринимателя необходимо заполнить заявление, формы, которая утверждена Министерством юстиции. Единственное, это заявление должно быть нотариально заверено, нотариус удостоверяет подпись заявителя. И предоставляется пошлина, квитанция об уплате пошлины в размере 60 рублей и ксерокопия паспорта. Причем индивидуальные предприниматели для регистрации могут обращаться как непосредственно в Министерство юстиции, так и в местные органы управления, которые по месту жительства, которые передают нам уже пакет документов для принятия решения о регистрации. Что касается индивидуальных предпринимателей, сроки, я думаю, у нас практически гораздо раньше происходит регистрация, чем в 10-дневный срок. Но если говорить о регистрации юридических лиц, здесь на самом деле мы иногда слышим о том, что говорят, что граждане наши говорят, что возможно затягивается. На самом деле дело обстоит в том, что мы регистрируем не в уведомительном порядке. У нас в соответствии с законом о государственной регистрации проводится правовой анализ учредительных документов. И, естественно, в любом случае это происходит в рамках 10-дневного срока. Марина Шаловна, скажите, пожалуйста, а сколько предприятий зарегистрировано вот за этот 2015 год и сравнительную характеристику с аналогичным периодом прошлого года? Мы готовили отчет за первое полугодие. Я, насколько помню, у нас юридических лиц зарегистрировано, именно созданные новые юридические лица 278 за первое полугодие. В прошлом году за год было зарегистрировано 340. Но это, опять же, речь идет и о государственных юридических лицах, и негосударственных
абсолютно в разных организационно-правовых формах. Это и фонды, и коммерческие, и некоммерческие организации, и фонды, и общественные организации, и общества с ограниченной ответственностью. Скажите, а как-то контролируется вот предприятие, допустим, вот оно открылось, но существует ли на самом деле? Как-то вот ходят ваши специалисты непосредственно на место? Я скажу, у нас... Я единственное еще не дала информацию о том, что очень много в этом году регистрируется индивидуальных предпринимателей. Если вот за первое полугодие у нас зарегистрировано более 1000, когда в прошлом году 1300 за год было зарегистрировано. Вот. То, что касается, у нас есть процедура, предусмотренная законом о государственной регистрации, это исключение из реестра юридических лиц. Но это не действующее юридическое лицо, это то юридическое лицо, которое не сдает балансов в налоговые органы и не производит никаких операций по банковскому счету. Исключение из реестра производится по информации, которая предоставляется нам налоговыми органами. Мы, в свою очередь, размещаем эту информацию в средствах массовой информации, и по истечении 2 месяцев происходит процедура исключения из реестра. Единственное, мне хотелось бы, конечно, здесь обратить внимание, что далеко не все инспекции Министерства по налогам и сборам предоставляют нам такую информацию, и мы хотим обратиться в Министерство по налогам с просьбой, чтобы те инспекции по налогам и сборам городов и районов, которые не представляют, чтобы они нам тоже это предоставили, потому что... Марина Шаловна, у нас один вопрос от телезрителя. Вот в данный момент он как раз перекликается с тем, о чем мы сейчас говорили. Вот я постараюсь зачитать. Леон Лакербан, это очень активный наш телезритель. Марина Шаловна, согласно закону о государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей, при регистрации юридических лиц документы представляются непосредственно в регистрирующий орган. При регистрации индивидуальных предпринимателей документы представляются в местный орган государственного управления по месту жительства. Возможно ли в будущем предоставить возможность юридическим лицам также представлять документы в местный орган или создавать в каждом районе представительство регистрирующего органа? Ну, я на самом деле я уже прокомментировала, что частный вопрос. Да, вопрос создания структурных подразделений в районах, конечно, сегодня не стоит, и вопрос передачи функций по приему документов в местных органах касательно регистрации юридических лиц тоже не стоит, потому что, я опять же говорю, сотрудники Министерства юстиции при принятии документов делают правовой анализ. Мне кажется, если при регистрации индивидуальных предпринимателей предоставляется просто заявление и копия паспорта фактически и квитанция об оплате, здесь мне кажется, это еще более может затянуть срок принятия решения о регистрации юридического лица. Марина Шаловна, мы после короткой паузы продолжим наш разговор. Марина Шаловна, продолжим наш разговор. Ведется ли работа над совершенствованием реестра юридических лиц? Работа над... И каким образом? Вы говорили Я скажу, во-первых, у нас вопрос с базой реестра юридических лиц, потому что я хочу сказать, что закон о государственной регистрации юридических лиц предусматривает нас гораздо больший объем информации, который должен, требования к гораздо большему объему информации, который должна содержаться в реестре. И наши технические условия не совсем позволяют нам эту полную информацию в реестре иметь. Я хочу сказать, что в соответствии с законом о государственной регистрации нам должны представлять информацию и органы статистики, и банковские учреждения об открытии банковских счетов, и налоговые органы о присвоении ИНН юридическим лицам, и пенсионный фонд, и фонд медицинского страхования, и фонд социального страхования. Не все предоставляют нам информацию. Это меры предпринимались неоднократно, то есть еще до назначения меня на должность министра.
в очередной раз мы будем направлять письма с просьбой предоставлять нам соответствующую информацию, потому что это предусматривается в целях, конечно, контроля. Более того, законом даже предусмотрено предоставление информации лицензирующими органами о тех лицензиях, которые выданы. И поэтому наш реестр на сегодняшний день содержит не совсем полные данные. Мне хотелось бы еще обратиться к телезрителям с просьбой. В соответствии с законом о государственной регистрации все изменения, которые происходят у юридического лица, либо физического, может быть, это изменение юридического адреса или места жительства физического лица, либо это назначение нового директора. Я хотела бы попросить своевременно обращаться за регистрацией этих изменений в Министерство юстиции Республики Абхазия, потому что законом предусмотрен 3-дневный срок. Гораздо намного позже обращаются наши граждане, а к нам обращаются органы исполнительной власти, и суды, и прокуратура, и служба государственной безопасности. И у нас возникает ситуация, когда наши сведения могут быть не совсем достоверны. Спасибо. В Абхазии существует немало организаций, которые занимаются благотворительностью, такие вот предприятия. Это дает им какие-то послабления в налогах, какие-то льготы, да, но бывает и так, что они на самом деле этой деятельностью не занимаются, я имею в виду благотворительной. Вот это как-то контролируется, есть такая проблема? Министерство юстиции регистрирует благотворительные организации, и при Министерстве юстиции существует сертификационная комиссия, которая выдает соответствующий государственный сертификат, который подтверждает статус благотворительной организации. У нас зарегистрировано 101 благотворительная организация на сегодняшний день в реестре. Я хочу сказать, что у нас сложилась такая ситуация, в соответствии с законом возложена обязанность на все благотворительные организации, которые зарегистрированы, имея в наименовании указание на статус благотворительный, они обязаны получить сертификат, государственный сертификат. У нас из 101 организации всего 12 организаций получили сертификат. Остальные просто числятся. Да, то есть это идет нарушение закона. Мы в настоящее время обратились в налоговую службу с просьбой предоставить нам информацию о том, насколько деятельность всех этих организаций соответствует благотворительным целям, для того, чтобы либо обратиться уже к учредителям благотворительной организации, либо пройти перерегистрацию, чтобы они не использовали в своем наименовании указание на благотворительный статус, либо получить сертификат, как это предусмотрено законом. Спасибо. Марина Шаловна, вы являетесь председателем квалификационной коллегии судей. Расскажите о работе судебного сообщества. Да, и ваши там, как они сочетаются. Квалификационная коллегия судей – это особый орган судейского сообщества, который обладает властными полномочиями в отношении судей. Я являюсь его председателем. В состав квалификационной коллегии входят и представители законодательной власти, и представители судебной власти. В полномочия квалификационной коллегии входит отбор кандидатов на должность судей. Мы объявляем в средствах массовой информации о вакансиях на должности судей, которые предоставляют нам, соответственно, Верховный суд и Арбитражный суд Республики Абхазия. Принимаем заявления от граждан, которые желают приобрести, принимаем заявления от граждан с заявлениями о рекомендации на должность судей. Принимаем также представления от председателей судов. Рассматриваем жалобы на действия судей. По результатам рассмотрения жалоб мы, квалификационная коллегия, вправе либо предупредить судью о недопустимости впредь, если он допустил поступки, которые порочат честь и достоинство
судьи, либо понизить в квалификационном классе, либо даже прекратить полномочия судьи. А как происходит взаимодействие с судейским сообществом? Насколько оно... Министерство юстиции, судебная система немножко разные вещи. Как раз таки это то, что Министерство юстиции является как раз таки членом квалификационной коллегии. Мы всю информацию, все заключения и решения, которые принимаются квалификационной коллегией, направляются в Верховный суд Республики Абхазия, соответственно, в Арбитражный суд Республики Абхазия. Министр юстиции может участвовать, члены квалификационной коллегии, на заседаниях Пленума Верховного суда. Все, спасибо. Расскажите о законопроектной деятельности Министерства юстиции. Какие законы особо необходимы, на ваш взгляд, сейчас в наше время? Законопроектная деятельность – это тоже важное направление деятельности Министерства юстиции. Министерство юстиции разрабатывает проекты законов как по поручению президента, Кабинета министров, так и по собственной инициативе. В настоящее время у нас тоже в разработке ряд законопроектов. Это в основном вызвано выявлением противоречий между законопроектами, либо их совершенствованием. В настоящее время у нас готовятся проекты законов о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, в закон Республики Абхазия о недрах, закон о карантине растений, закон об актах о регистрации актов гражданского состояния. И все они крайне необходимы. Крайне необходимы, да. Крайне необходимы. У нас, конечно, много пробелов в законодательстве, и вопрос еще серьезно обстоит с тем, что помимо законов необходимо принятие подзаконных актов, так как без подзаконных актов закон никогда не будет работать в полной мере. Спасибо. Наша цель – построение правового государства. Любое государство к этому стремится. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы наши граждане, чтобы жить по закону было не пустым звуком для наших граждан, а действительно таким образом жизни, образом поведения, стилем жизни? Скажите, что не хватает для этого, как юрист, чтобы вы могли ответить? Я отвечу, скорее всего, просто как гражданин, потому что для меня это прежде всего сознание наших граждан и правовое воспитание. Спасибо. Скажите, насколько известно у нашего сайта, насколько известно, у Минюста нет собственного сайта. Скажите, пожалуйста, ведется ли работа над его созданием, чтобы люди могли черпать там информацию какую-то, регистрироваться и прочее? У Министерства юстиции на самом деле на сегодняшний день нет сайта, и мы прекрасно понимаем, что если бы граждане, которые обращаются в Министерство юстиции по различным вопросам, могли бы предварительно ознакомиться с какой-то информацией для того, чтобы гораздо проще подготовить тот или иной пакет документов, это было бы для них, конечно, очень удобно. Но задача такая перед нами стоит, но мы даже думаем, это опять же вопрос и финансирования, не только нашего желания, но у нас мы как-то рассматриваем еще другой вариант. Если будет создан сайт Кабинета министров, то я думаю, что есть возможность и необходимую информацию выставлять и на сайте Кабинета министров. Скажите, пожалуйста, как работает сегодня экспертный совет при Министерстве юстиции? Создан в 2013 году. Да, при Министерстве юстиции создан экспертный совет. Основной задачей экспертного совета – это проведение религиоведческой экспертизы. Экспертиза, да. Он предусмотрен законом о свободе совести и религиозных организаций. В настоящее время экспертный совет возглавляется заместителем министра юстиции Раулем Константиновичем Панти. Туда входят и депутаты Народного собрания. Вообще были прецеденты, когда что-то рассматривалось? Было что-то такое практика? В период моей деятельности в Министерстве юстиции не было, потому что экспертиза проводится в том случае, когда обращается за регистрацией какая-то религиозная организация, которая вновь хочет создаться. Понятно. Скажите, планируются или существуют ли уже какие-либо соглашения с аналогичным ведомством Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Абхазии? У нас заключено соглашение с Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве.
осуществляется сотрудничество по линии ЗАГС. Мы получили за первое полугодие около 400 запросов. Это и не только по линии ЗАГС, мы получаем запросы, которые даже перенаправляются нами компетентным органам и в МВД, и в суды. Это могут быть и запросы о предоставлении копий актовых записей, либо повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. В этом году, в мае, делегация Абхазии участвовала в Международном Петербургском форуме по приглашению министра юстиции, где были подписаны 2 межгосударственных договора. Договор о правовой помощи по уголовным делам и договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Договор об оказании правовой помощи по уголовным делам одним из органов, на который возложено обеспечение реализации сотрудничества по договору, является также Министерство юстиции. Марина Шаловна, какими проблемами, какими вопросами вы занимаетесь непосредственно в настоящее время? Что будет в понедельник? Какой у вас будет план работы? В настоящее время я занимаюсь всеми текущими вопросами, которые я перечисляла, но хочу отметить, что очень серьезная задача стоит перед нами. В этом году был принят парламентом закон о судебных исполнителях. Он вступит в силу с 1 января 2016 года. И на Министерство юстиции возложена задача создания службы судебных исполнителей. Она также будет находиться в ведении Министерства юстиции. И завершим нашу сегодняшнюю беседу вопросом от телезрителя. Он звучит так. Коснулось ли вашего ведомства 15% сокращения штатов? И если да, то какие должности сократили? Как вы лично относитесь к сокращениям при такой большой безработице? Что касается сокращения штатов, Министерства юстиции оно коснулось, но я хочу подчеркнуть, что мною был создан отдел из 5 штатных единиц, планировалось начать регистрацию ведомственных нормативных актов, он не был заполнен, и сокращены эти единицы, потом отдел будет сформирован за счет штатной численности другого отдела. Понятно, спасибо. Удачи вам в работе. Спасибо большое. Спасибо, что пришли на нашу передачу. Спасибо. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимала участие министр юстиции Абхазии Марина Пилия. В следующую пятницу, 28 августа, гостем нашей студии будет министр по налогам и сборам Рауф Цимсба. Присылайте свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать вопрос министру, видео-вопрос министру. Запись будет проходить на Сухумской набережной у Колоннады в четверг, 27 августа с 6 до 7 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.